Добрый вечер, уважаемые телезрители. На канале НВК «Саха» программа «Не пропусти главное». Профсоюзному движению России в этом году исполняется 110 лет, а Федерации независимых профсоюзов России – 25. 27 ноября профсоюзные работники отметят свой профессиональный праздник – День профсоюзного работника. В условиях сложной социально-экономической ситуации в стране на деятельность профсоюзов возлагается очень большая ответственность. Что на сегодняшний день представляет собой эта организация, которая является главным защитником интересов трудящихся, об этом мы будем говорить сегодня в нашей программе. А для начала я предлагаю вам посмотреть видеоопрос. Ни для кого не секрет, что жизнь нынче непростая. Все дорожает, люди лишаются работы. Как вы считаете, какова роль профсоюзов на данном этапе времени? Ну, профсоюз – это очень серьезная организация, конечно, и хотелось бы очень от них поддержки, во-первых. Они не интересуются ни нашей жизнью, ни нашими проблемами. Не во всех организациях России есть профсоюз. Раньше, наверное, он был лучше работал, а сейчас его почти не слышно ничего о профсоюзе. И наш студенческий профсоюз нам материально помогает. Профсоюз помогает нам юридически. Я не замечал их действий, акций каких-нибудь. Они нужны, они важны, и всегда должны быть люди, которые борются за наши права. Профсоюзы есть, существуют, и к ним обращаются, и они не отказывают, и отстаивают интересы, прецеденты такие знаю. Маленькая роль, можно сказать, вообще незначительная. Работодатель, по-моему, все решает. Какое-то время было то, что профсоюзы как такая единица, они не работали. Сейчас я смотрю, вот, допустим, нам путевки оплачивают, но все-таки подвижки какие-то есть. То есть раньше, если люди выходили из профсоюза, сейчас они обратно возвращаются в профсоюз. А он есть сейчас, этот профсоюз вообще? Защищать права, интересы человека труда. Мне кажется, они большую роль не играют. У нас профсоюз подарки на Новый год дарят детям, и все. Профсоюзы не очень-то работают. Я столкнулась по своему опыту, и мне профсоюз абсолютно не помог. Как-то вот профсоюз за работодателя. Наш профсоюз работает отлично. Я сам состою в профсоюзе СУФУ. Организовываем мероприятия бесплатно, помогаем сиротам. Так скажем, слабая роль. Профсоюз он всегда был, есть и будет защитник интересов, защитник трудовых коллективов. Поэтому его задача вмешиваться в этот процесс, контролировать его и не допускать незаконных сокращений и самоуправства руководству. А вы верите в то, что профсоюз способен защитить ваши права? Конечно. Я сам член профсоюза, поэтому даже не сомневаюсь. Не в том объеме, в котором бы хотелось бы. Я сама способна защитить свои права, я просто работала в профсоюзах 20 лет. Конечно. Не сталкивалась с этим. Надеюсь, когда-нибудь, может быть, и защитят. Скорее всего, да. С трудом. Тут 50 на 50. Думаю, что нет. Да, верю. Верю, свято верю. Мы работаем, как всегда, в прямом эфире. Телефон в студии 42 38 97. И у вас есть возможность задать свой вопрос участникам разговора. Добрый вечер, уважаемые гости. Вначале я хотела бы, чтобы вы прокомментировали наш опрос, который подготовила редактор Светлана Невольских. Андрей Владимирович. Позвольте мне, я присоединяюсь, Татьяна, к вашему поздравлению. Действительно, в этом году юбилейное мероприятие, это 110 лет официально зарегистрировано профсоюзному движению России и 25 лет Федерации независимых профсоюзов России. И вот тот опрос, который проводил, впечатление у меня двоякое. Объясняю почему. Потому что люди считают, что профсоюз – это лидеры, кто-то считает профсоюзные функционеры, которые призваны защищать чьи-то интересы. Отчасти это так. Но я бы хотел сказать немножко глубже. Профсоюз – это те люди, которые профсоюзное движение объединяют. И в данном контексте по Республике Саха-Якутия 220 тысяч членов профсоюза объединены в отраслевые профсоюзы и в комплексе профсоюзную федерацию. Но с учетом того, что население более 900 тысяч, и социально активное население гораздо больше, профсоюз призван отражать интересы трудящихся, реализовывать. Это не только путевки, это не только материальная какая-то помощь, и тем более подарки. Это создание условий для бизнеса, создание условий для работы, для того, чтобы рабочее место было безопасным, для того, чтобы мы получали достойную заработную плату,
способную наши жизненные интересы отразить. Вот для этого и создан профсоюз. И то, каким будет профсоюз, какая будет социальная защита, защита социально-трудовых интересов, зависит и в том числе и от члена профсоюза. А мы, профсоюзные лидеры, способны отражать эти интересы, доводить до власти и делать так, чтобы совместно с властными структурами, с бизнесом, сделать так, чтобы и бизнес работал, и достойная заработная плата, и социальные какие-то ориентиры, они исполнялись. Ну, это мое мнение, я думаю, что коллеги поддержат. Ну, я, наверное, хочу еще добавить, вот те ответы, которые прозвучали, по сути, они отражают то мнение общества, которое, по сути, на сегодняшний момент такое. Я вот вчера как раз на конференции говорила, я очень люблю приводить пример на встречах с коллективами, примеры из нашего шедевра кинематографического, как «Служебный роман». Помните, да, там председатель Мискома, дама такая забальзаковского возраста, которую сыграла шикарная наша артистка Иванова. Она все время собирала деньги то на поминки, то на юбилеи. А сейчас идет молодежный ситком «Универ». И молодежь очень любит этот сериал, я его с удовольствием смотрю. Так там председатель правкома Яночка, вот, она, вот вся работа представлена, которая, но она как аниматор. Ее снимает и назначает почему-то ректор. И вся ее работа к надуванию шариков каких-то, да, каких-то там флешмобов и так далее, и так далее. Это смешно. И для примера, я недавно посмотрела американский блокбастер. Пусть это будет негативный пример, но он такой привлекательный для молодежи. Вот представьте такой кадр, да, шикарный бронированный лимузин, едет профсоюзный Бонза в шикарнейшем дорогом костюме от Армани или от Бриони с телохранителями. При этом он на щелчок делает дела в большой политике, понимаете? То есть средства массовой информации, они тоже в этом плане должны быть задействованы. На сегодняшний момент профсоюзы, конечно, это не та организация, которая занимается какими-то подарками или там благотворительными какими-то функциями, или там культурно-массовыми, скажем, да, какими-то мерами. Это тоже надо. Но в первую очередь это контроль над исполнением трудового законодательства, это, извините меня, и социальное партнерство, это информационная работа, и все вместе, это в совокупности социальная защита и, наконец, это мотивация профсоюзного членства. Вот это самое главное. Спасибо. Да. Давайте послушаем наших телезрителей, есть уже звонок. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Юрий Иванов из города Якутска. Да? У меня такой вопрос, да? Вот почему вот как профсоюзные лидеры относятся к аутсорсингу и почему под аутсорсинг попались самые беднейшие слои, то есть уборщицы, сторожа, водители, да? И второй вопрос, да? Говорите, мы вас слышим. И по северным коэффициентам, вот сейчас новые изменения законодательства, да? И почему вот это наши лидеры профсоюзов никак не защитили население Якутии от этого, да? Спасибо. Ну, давайте прокомментируем, тогда ответим сразу на вопросы, да? Да, еще раз добрый день. Ну, начиная вот то, что с аутсорсинга, что профсоюзы не защитили права трудящихся. На самом-то деле работодатель имеет право организовать структурно вообще свое дело. Поэтому здесь вообще, согласно законодательству, ну, работодатель как организатор, как предоставляющий работу, вот, мы не можем напрямую действовать. С другой стороны, вообще, вот, если говорить вывод на аутсорсинг бюджетной сферы, вот как раз позиция профсоюза всегда звучала, и мы очень достаточно много по этому поводу разговаривали с органами власти. Также вопрос даже доходил при встрече с главой республики Саха-Якутии Егором Афанасьевичем. После этого было определено, что перевод на аутсорсинг будет только с экономической целесообразностью. С другой стороны, вот когда идет по сокращению, мы говорим о том, чтобы сохранились права трудящихся. Согласно трудового законодательства, ну, если по сокращению, то все гарантии должны быть обеспечены. Но здесь еще и второй вопрос у нас возникает. К сожалению, есть руководители, которые просто, вот, увольняя, да, работников, переводили их на договора гражданско-правового характера. Этот же работник выполнял ту же функцию по тем же распорядку дня, и вот просто его перевели на гражданско-правовой характер договора.
И здесь действительно что уже конкретно нарушение трудового законодательства. В этом плане вот как раз мы вчера, позавчера, вот, подводя итоги нашей 5-летней работы, говорили о том, что вот в будущем мы будем вот, непосредственно контролировать. Мы, как говорят, некоторые сказали, что мы объявляем войну аутсорсингу. На самом-то деле нет. Мы на стороне работников. Вот как раз именно коснулось действительности самых, у которых меньшие зарплаты, да, и это технические работники. Мы просим, чтобы они обращались в профсоюзные органы. Можно и напрямую обратиться к уполномоченному органу, это Гострудинспекция, о нарушении своих прав. И будут большие проверки, выездные также. И мы просто всех трудящихся говорим о сотрудничестве. Можете, у нас же вообще, да, если вот так вот взять, у нас не столько аутсорсинг, да, у нас идет аутстаффинг, то есть вывод персонала за штат. Вот. Они просто выводят именно вот, как раз вот обслуживающий персонал. Да? Это уборщицы, это электрики, это сантехники. Выводят они их с целью, чтобы не для того, чтобы сэкономить бюджетные деньги, да? Получается так, что для того, чтобы поднять уровень заработной платы, довести до уровня по региону. Вот в этих целях делается, к сожалению. Поэтому в нашей республике мы, наверное, самыми первыми выступали против аутсорсинга. Мы писали обращения нашей главе и так далее. Да? Но на сегодняшний день уже даже продолжается второй этап аутсорсинга, внедрения аутсорсинга. Теперь уже идет вспомогательный персонал. Это бухгалтера, это экономисты, это отделы кадров, это юристы, это программисты и так далее. Да? Но я думаю, что вот с 1 января 2016 года как раз и войдет в действие, значит, 13-я статья Трудового кодекса о запрещении заемного труда. И вот тогда, как сказал Николай Николаевич, будут у нас совместные проверки, я надеюсь, с инспекцией труда, и мы тогда, конечно же, будем действовать по отношению к работодателям, нарушителей трудового законодательства. А вы считаете вообще, да, пожалуйста. Да, я бы хотел тоже добавить о том, вот к речи Николая Николаевича. Этот вопрос не раз поднимался в стенах Государственного собрания Илтумен, как раз по нашей линии. Также вопрос поднимался на уровне главы республики. И там Егор Афанасьевич четко сказал о том, что перевод на аутсорсинг должен вестись только на добровольной основе. И об этом наши работники должны знать и требовать тоже, чтобы согласовывали с профсоюзами, чтобы работодатели согласовывали данный вопрос. То есть изначально было так, что вот только на добровольной основе, но я думаю, что на практике, наверное, это так не произошло. Потом стало добровольно. И вот, к сожалению, не так. Понимаете, там же причина какая? В целях экономии, эффективное использование бюджетных средств. Да. Вот такая ситуация. Поэтому вот эта позиция Министерства финансов Республики Саха-Якутия исходила из того, что у нас фонд оплаты труда для бюджетного сектора очень высокий, фактически сейчас занимает более 50%, и если вот по исполнению майских указов президента страны, оно достигнет 70% собственных доходов республики. Из-за этого мы также, наших средств не хватает, поэтому мы получаем федеральную субвенцию и субсидии. И для этого, конечно же, вот с нас требует такого. Вот из-за этого вот такой вариант был подход предложен. Но вот самый вот у нас, ну, если говорить по стране, это не во всех так, не во всех. Да, вот особенно вот мы, как всегда, впереди всех. Да. Дело в том, что я, конечно, 100% поддерживаю точку зрения своих коллег. Николай Николаевич, он очень правильно сказал, и очень правильно сказали о том, что глава нашей республики однозначно сказал, мы неоднократно проводили собрания, и представители органов исполнительной власти, и наше Министерство здравоохранения проводили совещания именно, чтобы работодатели, когда выбирали эту форму, скажем так, да, в первую очередь преследовали эту экономическую цель и целесообразность, это самое главное. Но я что хочу заметить, ведь аутсорсинг сам по себе, ведь это не зло. Это, наоборот, благо. И если мы посмотрим с точки зрения мирового менеджмента, вообще-то за аутсорсингом это будущее.
Рано или поздно мы придем к этому, однозначно. Почему? Я объясняю. Если мы возьмем в пропорциональном соотношении, да, вот тот же Национальный центр медицины, РБ номер 1, сколько количество там медицинских работников, сколько прочих, и вы ужаснетесь, что оказывается львиная эта доля, это прочий персонал, это и бухгалтерия, это технический персонал и так далее, и так далее. И теперь возьмем роль нашего главного врача на сегодняшний момент. У нас главные врачи с каким образованием? С лечебным делом, а должны быть менеджеры. И поэтому наш бедный главный врач в центральных районных больницах, он работает по сути как завхоз. Да, они непосредственно оказанием качественной медицинской помощи. Такого не должно быть. И по сути, если создание хорошей клининговой, допустим, компании, как бы, да, голова за это не болеет, за питание, так, за прачечную и так далее, и так далее. Другой вопрос, как это делается, что не из каких-то экономических, у нас наоборот дороже получается. Но у нас есть и очень положительные моменты. Возьмем, допустим, Республиканскую офтальмологическую больницу. Вот они перешли на это, у них и зарплата поднялась, и все. Самое главное, как это все делать. И, главное, наша задача в профсоюзах, да, сохранить да, тех работников, которые остаются. Беда в том, что у нас же все это идет в нарушение трудового законодательства. Да. Вот, например, у нас ушли вот эти обслуживающие персонал, да, но они же теряют. У них социального пакета нет. Они потеряли и отпускные, вот да, и больничные, да, и так далее. Да. Все потеряли. Живет, на самом деле. Да, и самое главное, если мы возьмем в районах, вот, допустим, делают тендер на обслуживание той же прачечной, там же монополистов, там нет, вот, не из чего выбирать, по сути, да, и предоставляет там монополист, допустим, какое-то там частное лицо, предоставляет очень дорогие услуги. Поэтому, соответственно, тут работники не должны молчать, они должны очень громко говорить об этом. И, конечно, профсоюзы услышат это. Здесь вот вчера у вас, да? Прошу прощения. Есть такое страшное понятие заемный труд. Да. Вот заемный труд это страшно. И на федеральном уровне закон такой Исаева-Тарасенко, который запрещает принудительный труд и заемный труд. Заемный труд, что это означает? Это человек числится в кадровом агентстве, другое предприятие его берет, и он трудится в непонятно каких условиях. Вот именно этот процесс, это агрессивная форма, страшно для профсоюза. Вот то, о чем сказала Людмила Прокофьевна, о вынужденной мере и аутсорсинге, это да, это влияние времени, но необходимо сделать так, чтобы профсоюзная организация сильная, она должна быть сильная благодаря тем людям, которые составляют ее костяк, сделали все возможное, чтобы негативные моменты от аутсорсинга никак не влияли. Вот это наша задача. Ну вот так получилось, что мы об аутсорсинге так долго говорим. Но вот вчера прошла 25-я отчетно-выборная конференция. Николай Николаевич, я вас поздравляю с переизбранием вас председателем. С какими основными показателями профсоюзы завершили вот эту пятилетку? Мы вообще работали в исполнении принятых решений ранее, 23-м отчетно-выборной конференцией. Также в этом году у нас прошел 9-й съезд ФНПР, где тоже также поставлены задачи. Но хочу сказать, что основные, главная работа наша это в действительности это социальная защита социально-трудовых прав наших трудящихся. В этом плане хочется отметить социальное партнерство. В рамках социального партнерства я всегда дорожу этим между правительством и объединением работодателей и профсоюза был подписан в 2011 году трехстороннее соглашение, где впервые был включен пункт о достижении уровня минимальной заработной платы до прожиточного минимума. Тогда уровень этот составлял 56%. И мы поэтапно, также с утвержденного концепцией президента тогда Республики Егора Афанасьевича, мы уже достигли. В 2014 году мы достигли этого уровня, и уже ежегодно у нас 1 июля мы подписываем соглашение о достижении минимальной заработной платы до прожиточного минимума. Это один из немногих субъектов Российской Федерации, кто подписывает данные соглашения и реализует. Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, потом вернемся и продолжим наш разговор. Реклама на НВК «Саха». В эфире программа «Не пропусти». Главное, и мы говорим о деятельности профсоюзов. Ну так вот по итогам.
Так, ну еще хочу сказать, что основополагающим вообще документом, да, вот защиты трудящихся, это вот коллективные договора. Хочу сказать, что все-таки у нас в последнее время мы все-таки работаем над качеством уже заключаемых коллективных договоров. Итог такой, где есть профсоюзные организации, входящие в члены Федерации профсоюзов, у нас охват коллективными договорами составил 94,5%. Но это не говорит, что в остальных у нас не заключаются коллективные договора. Это, наоборот, идет процесс, переговорный процесс. И в связи с экономической ситуацией, ну и также есть и другие настаивания. Вот, поэтому пока работодатели и представители работников профсоюза не пришли к единому мнению. Мы ставим перед собой задачу, чтобы все-таки это стопроцентный охват этому был. Ну и, конечно же, еще отрадно отметить, что все-таки в большинстве коллективных договоров, вот то, что мы говорим, включение, ну, установление минимальной заработной платы, также присутствует в данных договорах. Ну и еще, вот, конечно, для нас всех важен вопрос членства. Это мотивация профсоюзного членства. Ну, к сожалению, есть такая тенденция, но у нас в республике не такая уж страшная. Снижение численности профсоюзов. Как было сказано, у нас более 219 тысяч членов профсоюза, но есть и объективные причины. Это ликвидация предприятий, организаций, сокращение, реорганизация. Это все дает какой-то процент уменьшения численности. Но есть еще большой плюс, потому что у нас почти что 30% профсоюзных членов – это молодежь. Молодежь. Вот как раз нынешняя молодежь, она более, как говорят, тянется правовым знанием, да, знают свои позиции. Если вот более старшее поколение у нас как бы, ну, так скажем, да. Активная. Ну, не активно, они вот по старой прошли, остались в профсоюзах, то молодежь уже осознанно идет. Есть такие, которые не желают, но большинство, которые более 70 тысяч членов профсоюзов молодежи. И вот у нас молодежь как раз тут присутствует. Скажите, какую работу вы проводите для того, чтобы как-то информировать наших молодых людей? Наша основная работа по части молодежной политики – это образовательная, также информационная и организационная. То есть наша цель такая, чтобы молодежь уже на местах защищала права молодежи, и то есть участвовала в введении коллективных переговоров, при заключении коллективных договоров. И для этого мы проводим такие мероприятия, как образовательные форумы, школу молодого профсоюзного лидера. И все эти мероприятия именно направлены на то, чтобы повысить правовую грамотность молодежи, чтобы они на местах уже защищали права молодых трудящихся. Я хочу добавить о том, что вот, если возьмем Северо-Восточный федеральный университет, то там 96% студентов являются членами профсоюза. Они добровольно вступают, каждый пишет заявление, 2 заявления, во-первых, о вступлении, во-вторых, о перечислении со стипендии. И, конечно, мы их привлекаем именно в профсоюзной работе. Именно со студентами мы заключаем коллективный договор на конференции, да, с участием ректора, и наши ребята очень активные. Также вот мы общаемся с другими учебными заведениями, высшими, средними общеобразовательными, ну, этими вузами, СУЗами, да, и разъясняем, почему нужен профсоюз. Там, к сожалению, есть только студенческие советы, но у них нет своего закона. И мы объясняем, студенты понимают, и уже сейчас валом студенты хотят все вступить, в первую очередь создать профсоюзы, а потом и вступить. Давайте послушаем еще телезрителей. Есть вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня интересует, в чем выгода устойчивого, например, этот союз, и какую принимает плату. Ой, простите, пожалуйста, повторите вопрос, что-то со связью мы не расслышали. Да? И какой размер платы? Мы, к сожалению, не расслышали вопрос. Попробуйте перезвонить и задать. Извините, да. но мы на второй вопрос не ответили первого. Да, пожалуйста, Федор Владимирович. Да. Так как вопрос действительно, он волнует
По всех, северным всех коэффициентам. жителей нашего северного края. Действительно, хочу сразу заверить, что никто районные коэффициенты не тронул, как они были с 60-х годов. И там в 90-х годах указом президента Республики Саха здесь районный коэффициент был установлен по республике. Действительно, в благих намерениях в прошлом году Министерство труда и социального развития Российской Федерации с целью реализации одного из пунктов Генерального соглашения Российской Федерации между объединением работодателей, правительством и объединением профсоюзов отраслевых. Там есть пункт, обязывающий инкрементировать законодательные акты Союза Советских Социалистических Республик и Российской Федерации в нынешнее законодательство. Подготовило было Министерство постановление правительства Российской Федерации об установлении районных коэффициентов. Обсуждая этот проект, естественно, все северяне поднялись, потому что Министерство труда упустило много постановлений, распоряжений министерств, которыми были установлены районные коэффициенты. И в сентябре месяце в 2014 году Общественным советом при Минтруде этот проект был отклонен. И пока никакой речи не идет. Я, как член комиссии по северам, мы в апреле месяце заслушивали представителя Минтруда, они признали свою ошибку и пока к этому вопросу не возвращаются. Давайте еще раз попробуем звонок послушать. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас ну слушаем. как же говорят? Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Это с моей Мегино-Кангарского района звоню. Я, воспользуясь случаем, хочу поблагодарить Людмилу Прокопьевну Корнилову. В здравоохранении я работаю 35 лет. И в это время я постоянно чувствую, что у нас профсоюз интересуется нашей работой, жизнью. И вот, воспользуясь случаем, я хочу поблагодарить Людмилу Прокопьевну и весь ее коллектив. Пожалуйста, дальше так держите, дайте, работайте. Спасибо. Спасибо. Приятно, когда и такие звонки есть, да, Владимир Петрович? Спасибо. Благодаря председателя Рескома, профсоюзного работника, я бы хотел сказать и в защиту работодателя. Меня очень удивило здесь такое отношение, что один из телезрителей сказал: я не вижу роли профсоюза вообще. Конечно, видимо, ему повезло, потому что он имеет хорошего работодателя. Ситуации, да? А кто же сегодня защитит работника, когда возникает конфликт с работодателем, с руководителем? Кроме профсоюза у нас в коллективах практически нет такого защитника. Но очень сложно бывает, когда наш работодатель, руководитель отстраняет профсоюз от решения производственных вопросов. Такая ситуация вот в авиации, которую я представляю, сложилась буквально в течение 5 лет в федеральном казенном предприятии «Аэропорты Севера». На сегодня мы знаем, что руководитель буквально вот 2 недели назад был назначен новый. Я с ним уже встречался, и с первой встречи уже обозначена была позиция. Конечно, этот руководитель настроен на энергичную работу, производственную, но в то же время он не забывает и о коллективе, о людях. То есть наши позиции были выяснены, и я думаю, что то, что было упущено в течение 5 лет, а это очень много, и спорт, и охрана труда, и другие социально-культурные мероприятия, в принципе, были отстранены. Ну вот, от кроме людей. того, грядут же большие перемены в авиации республики, да, вот говорят о слиянии авиакомпаний республики, и тут, наверное, вот ваша роль будет очень так значима. Да, конечно, и в этом случае тоже придется поработать профсоюзом, но еще у нас в течение 1,5 лет сменилось 4 руководителя наших крупнейших авиационных предприятий. Это, конечно, тоже наложило отпечаток на работу профсоюза, ведь
эффективность работы профсоюза зависит не только от них самих, но и от руководителя в очень большой степени. Насколько вот это социальное партнерство будет налажено, настолько будет эффективная наша совместная работа. Я бы здесь хотел отметить вот в этом направлении очень хорошую работу генерального директора авиакомпании «Полярные авиалинии». Он сам является членом профсоюза и буквально вот на конференции был награжден знаком сотрудничества Федерации независимых профсоюзов. Вот если такие руководители будут и в других предприятиях также сотрудничать с профсоюзами, я думаю, и жизнь работников всех коллективов будет положительно и наладиться. Вот о социальном партнерстве заговорили. Вот скажите, пожалуйста, а как вообще осуществляется социальное партнерство вот в Намской профсоюзной организации работников образования? Да. Я представляю вот образование, тем более сельская местность. Мы вот образование в своем улусе Намском, мы социальное партнерство видим заключение соглашений. Вот в моей практике мы уже заключили уже 5-е соглашение. Тем более наше соглашение не двустороннее, а трехстороннее. То есть администрация улуса, управление образования и Улусском профсоюза. В этом соглашении мы, конечно, включаем наболевшие вопросы. Вот, например, мы на основании этих соглашений увеличили финансирование наших проездных для своих работников. Также увеличили финансирование суммы на оплату проведения медосмотра. Также, конечно, с большим натяжком увеличение по работе охраны труда. Конечно, есть очень много пожеланий, очень много пунктов, к сожалению, которые мы всегда это принимаем. Но в эту сторону мы ведем работу. Ну, вообще за социальным партнерством будущее. Как раз Александр Георгиевич говорил о охране труда. Вот это один из основных работ профсоюза, потому что мы осуществляем общественный контроль по охране труда. И вот мы как раз вчера также отмечали, что у нас институт вот как раз уполномоченных по охране труда состоялся. Буквально вот последние цифры, да, 14-й и это текущий, 15-й год, выявлено более 11 тысяч нарушений трудовых прав, да, то есть по охране труда работодателями. Из них более 9 тысяч уже представлены на устранение и устраняются. Вот это говорит о том, что все-таки вот мы основную цель, общественный контроль, это выполняется. И это не такие освобожденные, вот такие, они простые же работе, которые вот коллектив через и профсоюз уполномочил проводить такие проверки. И вот также хочу, вот, ну, в пользу работодателя, на самом-то деле у нас судебных практик, на самом-то деле, если сравнить с другими регионами, меньше. Потому что все-таки мы вопросы стараемся решать в досудебном порядке. Вот эта работа такая ведет. Когда я в самом начале говорила о том, что вот в условиях такой сложной социально-экономической ситуации в стране на профсоюзы возлагается очень большая ответственность, я же прежде всего имела в виду, знаете, что реально снизились доходы населения, ну, в силу разных причин. Тут и значит, введение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах, тут и взимание налога на недвижимость по кадастровой стоимости, увеличение ОСАГО и многое-многое другое. Вот что в этой связи делают профсоюзы для того, чтобы вот ослабить вот эту напряженность в обществе? Ну вот как раз на Генеральном совете ФНПР вот, было принято, вообще обсуждался ход, то есть принятие бюджета 2016 года. Вот позиция ФНПР в этом плане вообще резко отрицательная. Почему? Вообще, если мы говорим о социальном партнерстве, мы договорились о том, что самые крупные вопросы, законопроекты, нормативно-правовые акты, принимаемые будут по социальной трудовой сфере, будут обсуждаться на Российской трехсторонней комиссии. К сожалению, был представлен только первый проект ФНПР, а вот когда уже правительство окончательно приняло и внесло в Государственную Думу, оно прошло без обсуждения на трехсторонней комиссии. И позиция здесь, как я уже сказал, Федерация уже обратилась и к главе президента страны, что мы снимаем ответственность с себя за принятый бюджет и за последствия. Полностью эта ответственность возлагается на правительство.
Вот как раз где отражено и в целях экономии не индексация пенсий работающим пенсионерам, да, повышение пенсионного возраста для государственных служащих, также только на 4% индексация, а потом последующая будет зависеть от социально-экономического состояния экономики страны. Николай Николаевич, простите, что перебиваю. Что вы имеете в виду, когда вы говорите о том, что вы снимаете с себя ответственность? Вот как раз вот здесь прямое нарушение наших как раз соглашений основных. В таком же плане, вот если говорить вот российской трехсторонней, у нас также есть во всех субъектах республиканские трехсторонние комиссии. Но хочу также отметить, что все-таки мы более конструктивно деловой обстановке обсуждаем. Да, очень большие, и там идут споры, но более-менее мы приходим к консолидированному результату единому. Но пока у нас вопросы также по бюджету следующего года, есть также своя позиция по индексации заработной платы бюджетного сектора. Ну вот про индексацию пенсии, заработной платы, действительно, она индексируется, но настолько мизерно, что она не поспевает за ростом инфляции. И, Людмила Прокофьевна, как вообще... Я бы хотела добавить, да, Николай Николаевич и в своем выступлении вчера на конференции, и сейчас коснулся вопросов индексации заработной платы и, естественно, вопрос минимального размера оплаты труда, чем, в принципе, в последнее время профсоюзы России, естественно, Якутии в первую очередь, этим вопросом очень активно занимаются. Но я бы хотела коснуться таких вопросов именно по нашей отрасли здравоохранения. Отвечая, кстати, на ваш вопрос, да, чем нас защитить? Защитить это повышением уровня заработной платы, да, тогда и коммунальные выплаты вроде бы как бы работникам будут полегче, скажем так, ну и все другие. То есть я говорю о качестве жизни. И я хотела бы сказать от концептуальных моментов до частных. Первый, значит, что нам делать для того, чтобы кардинально повысить уровень оплаты труда? В первую очередь это повышение базовых окладов. Дело в том, что несмотря на то, что у нас среднемесячная заработная плата по Якутии в отрасли здравоохранения одна из самых высоких, но оклады одни из самых низких по Дальневосточному федеральному округу. Вот Андрей Владимирович очень хорошо насчет этого знает. Мы этот вопрос ставили ниже только в Амурской и в Еврейской. Но очень хорошо, что правительство пошло нам навстречу. Министерство здравоохранения у нас создана рабочая комиссия, и мы активно очень работаем. И, наверное, в конце ноября наше Министерство здравоохранения, совместное наше творение в виде варианта нового проекта по оплате труда уже с повышенными как бы окладами должно направить, представить Министерство здравоохранения Российской Федерации. Но дело-то в том, что, конечно, повышение оно кардинально на сегодняшний момент не принесет, потому что, сами понимаем, условия какие у нас достаточно сложные, но то, что оклад будет гарантирован, это уже хорошо. То есть это заслуга нас, вот, профсоюзов Якутии. Второй вопрос я бы хотела сказать насчет вот концептуальных подходов. Дело в том, что профсоюз работников здравоохранения поначалу очень осторожно относился, а теперь мы просто категорически против. Это переход на одноканальное финансирование отрасли здравоохранения, источником которого является фонд обязательного медицинского страхования. Дело в том, что мы считаем, что медицину нельзя садить на страховой случай. Мы сами прекрасно понимаем, да, мы страхуем свое имущество, машины, дома и так далее, и так далее. То есть если нет страхового случая, то и не будет денег. Вот у нас недавно прошел общественный совет, и на этом общественном совете наш почетный гражданин Республики Саха-Якутия Кузьмина Земфира Макаровна, ее все прекрасно знают, человек, который за всю свою трудовую деятельность тысячи жизней спасла, она сказала: Людмила Прокопьевна, я вообще не понимаю, что у нас творится в медицине. Понимаете, нам сейчас выгодно, когда к нам люди сразу попадают с инсультом, потому что инсульт дорогой, он где-то 120 тысяч стоит. То есть нам невыгодно на уровне поликлиник заниматься профилактикой. Это ли не цинично? Далее, в районах, все прекрасно знают, сенокос, люди все зарабатывают, поликлиники пустые, Простите, койки что прерываю. пустые. Давайте Да. сейчас уйдем еще раз на короткую рекламу, потом продолжим Хорошо. наш разговор. Реклама на НВК Саха. В эфире «Не пропусти главное», мы говорим о деятельности профсоюзов.
Ну, я продолжаю свою мысль до рекламы, которую... Вот исходя из того, что я ранее говорила, мы настаиваем по поводу того, чтобы наши специфические условия, в первую очередь климатические и территориальные, дали возможность сохранить так называемое сметное финансирование, особенно для арктических и малокомплектных больниц. Дело в том, что наше правительство Якутии, наше Министерство здравоохранения предлагает титанические условия, чтобы сохранить эти койки. И при этом отвлекая наши же финансовые средства из нашего республиканского бюджета, значит, на содержание вот этих коек. Потому что нормативы федеральные, это как бы, да, скажем, их надо выполнять. И поэтому вот, скажем, ситуация очень сложная. И после Нового года будет еще хуже, потому что люфт закончился. Ну а заканчивая, значит, эту тему по оплате труда, я бы хотела бы, ну просто в плане информации, последний вопрос, которым мы занимались, это установление коэффициентов за интенсивность и напряженность республиканской больницы номер 2 Центру экстренной медицинской помощи. Потому что вот как раз из-за этого одноканального финансирования, так как у них нет поликлиники, среднемесячная заработная плата у них одна из самых низких. Хотя за экстренность практически, значит, у них в 2-3 раза выше показатели по всей республике. Я думаю, что коллектив этой больницы, он заслужил на отдельные какие-то преференции. Ну, действительно, повышение заработной платы, повышение минимального размера оплаты труда – это основная антикризисная мера. А вот насколько она вот сейчас вообще применима, возможно, применима эта мера? Мы говорим об этом, но это возможно? Конечно, возможно, да. У нас самое главное, да, человек должен получать как можно больше гарантированную заработную плату, да. У нас как 30% составляет, у нас как не менее 30% составляет стимулирующая часть заработной платы. То есть работодателю дано право, вот, сколько, можно даже довести до 70% эту стимулирующую часть. Да? А вот гарантированная часть, как раз оклад, как раз вот компенсационные выплаты, они совершенно низкие. Если бы у нас было 50% оклад, 20% компенсационные выплаты и только 30% стимулирующие выплаты, вот тогда человек был бы, вот, получал бы гарантированную заработную плату. Вот мы, например, боремся за это. И ставим вот этот вот вопрос. Тогда у наших работников будет возможность и войти в ипотеку, да, обеспечить себя жильем и так далее, потому что вопрос жилья у нас стоит тоже очень остро. И еще вот, Анастасия Ивановна, дело-то в том, что проблема вот как бы наши три отрасли: образования, культура и вот мы здравоохранение. У нас ведь нет дополнительного финансирования. И для того, чтобы поднять оклад, мы должны отказаться от каких-то коэффициентов стимулирующего характера. Ведь как бы это не дело. Но все-таки мы стоим пока на этом, чтобы, ну, хотя бы вот в таком плане, да. Потому что он трудовым кодексом защищен. Уровень и рассмотрен на Республиканской аттестационной комиссии. Как раз итоги подводятся, и мы вот уже в следующем вот эти вопросы как раз рассмотрим. В начале передачи мне был задан вопрос о слиянии. Да-да. Я бы хотел немножко более подробно остановиться. Ну, во-первых, слияние не совсем точная, так сказать, формулировка. Я бы сказал, есть процесс вхождения в состав ФКП «Аэропорты Севера» основной массы аэропортов республики. Мы даже прихватили и 2 аэропорта, которые находятся вне республики. Это Семчан и Североивенск. Ну а то, что планируется и принято уже решение о вхождении в состав этого крупного федерального казенного предприятия аэропортов Мирнинской группы, 5 аэропортов и аэропорт Тикси. То есть вот это получается у нас единое аэропортовое хозяйство, предприятие, которое объединяет практически все аэропорты, кроме самого Мирного и Якутска. А вопрос о слиянии авиакомпаний – это пока на уровне предложений, будируется, конечно. И кто с кем будет сливаться, еще вопрос не решен окончательно. Конечно, есть предложение, и авиакомпания «Якутия» находится в сложном положении, это все знают финансовом. С «Алроса», допустим, да, или с полярными линиями, или еще какой-то вариант. Но пока решение не принято. Скажите, пожалуйста, вот недавно прошла информация о том, что есть инициатива для того, чтобы с предприятий малого и среднего бизнеса снять обязательства перед работниками по оплате проезда к месту отдыха. Вот как в этой ситуации повели себя профсоюзы?
Вот, действительно, такая ситуация есть. Деловая Россия, опора России вышли с предложением правительству об отмене как раз снятия бремени по проезду в отпуск для своих компенсаций расходов проезда в отпуск. Ну, конечно же, позиция в целом профсоюзов, конечно же, против. Почему? Ну, они вышли с инициативой именно в малом среднем бизнесе, но мы боимся того, что после этого уже начнут уже уже начнут изменения. Но там все-таки в мессенджерах, в социальных сетях более неправильная информация, как будто уже правительство приступило к отмене. Такого, конечно, нет. Это вопрос. Ну, поэтому я считаю, надо давать информацию людям, потому что многие даже не знают, что это касается пока только малого и среднего бизнеса, предложение такое, не по всем. Да? Да, вот это, и потом, чтобы это было вошло, надо же внести изменения в трудовое законодательство, в трудовой кодекс. Это уже под особой охраной, так скажем, профсоюза. Дело в том, что пытаются на предприятия малого и среднего бизнеса дополнительную нагрузку еще внести. У профсоюзов есть решение этого вопроса, но буквально на поверхности. Мы понимаем, что в северных территориях за счет дополнительной нагрузки, это северные коэффициенты, продукция, по сути дела, она не конкурентоспособная в сравнении с центральными регионами. Естественно, что мы большую часть продукцию это не на внутренний рынок, не внутри республики Саха-Якутии. И поэтому что предлагают профсоюзы? Должна быть дополнительная программа федеральная, компенсационного формата предприятий среднего, малого бизнеса, и даже не только среднего, но и большого, крупного бизнеса, для того, чтобы, с одной стороны, выполнить социальную задачу, социальную миссию, а с другой стороны, не догрузить предприятие малого бизнеса до такой степени, что оно вообще не может работать. Поэтому формат решения этого вопроса, и не только этого, у профсоюзов зачастую с объединениями работодателями мы в комплексе стараемся решить социальный формат этой задачи. С различными структурами. Мы очень тесно работаем и с руководством Республики Саха-Якутия, и с дальневосточными. Поэтому есть моменты, когда профсоюзы пытаются увести в сторону коллективы. И возвращаясь к тематике, я бы хотел пожелать и профсоюзам Республики Саха-Якутии понимания руководителям предприятий, организаций совместно решать те вопросы и задачи, которые вы можете решить. Ну и самый главный наш принцип профсоюзов – это солидарность, справедливость. Я думаю, что вам по силам решать все эти проблемы и задачи. Профсоюзы всегда были сильны лозунгами, надо это отметить. Решением. Есть что-то добавить, да? Ну, здесь Андрей Владимирович ничего нового не сказал. Все эти нормы компенсационные работали в Советском Союзе. Тогда из союзного бюджета компенсировались все эти коэффициенты и надбавки. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Насколько правильно, когда исчисляется средняя заработная плата, скажем, по республике даже, да, когда берется наивысшая и наинизшая? Правильно? Нет, это не нарушается никак? Это не так. Вообще-то есть определенный порядок. Это по всем отраслям берется. Не наименьший. Есть, проводится вообще мониторинг всех отраслей. Но действительно, когда вот говорят, что у нас в республике более 50 тысяч, да, всех режет слух, а как у меня всего лишь так? На самом деле есть и низкими заработные платы, особенно в сельском хозяйстве, самые низкие. Ну, бюджетный сектор более-менее защищенный в этом порядке. Но мы говорим еще сейчас, спорим насчет того, что вот новая методика исчисления заработной, может быть, это и справедливо. Сейчас оно будет немножко изменен. Со следующего года будут учитываться заработная плата, доходы и физических лиц. Поэтому здесь по прогнозу будет снижение. Но здесь, опять же, это ударит, как мы работаем же вот как раз по указу президента,
достижение среднего уровня по республике для бюджетного сектора. Да. Вы хотели поздравить еще своих коллег. Очень коротко, пожалуйста, мы заканчиваем. Ну, уважаемые коллеги, я хочу всех поздравить с наступающим Днем социального работника. Это благодаря указу президента. С 2011 года у нас в республике отмечается. Пожелать им в их нелегком труде главное упорство в деле защиты социальных трудовых прав, ну и, конечно же, семейного благополучия. Спасибо. Я вас тоже всех поздравляю с вашим профессиональным праздником. Благодарю вас, что вы приняли участие в нашей программе. Всего доброго, до свидания. На этом мы заканчиваем.